Судьба улыбнулась им после войны. Счастливая встреча для обоих стала не случайной. Молодой офицер, выпускник Ленинградского военно-политического училища имени Энгельса Виктор Тотров после учебы попал на службу в Германию. Однажды приехал в отпуск на родину, тогда-то и пошел знакомиться со своей невестой в школу, где красавица Елена преподавала осетинский язык. Перед женитьбой они видели друг друга всего однажды. Прислал сватов, но девушка не сразу приняла предложение руки и сердца. Целый год парень не находил себе места. Писал ей письма из Германии, потихоньку растапливая лед ее чувств. Когда вновь приехал в отпуск, молодым сыграли свадьбу. Теперь, спустя 60 лет, жена полковника Тотрова вспоминает, как непросто было на чужбине. Нам приходилось, конечно, нелегко. Куда мы приезжали, всегда квартиры нет, ждите, через месяц, через два. Приходилось жить на частных, иногда часто даже, без каких-либо условий, так, бытовых. Потом когда-то получали. Более или менее нормально. Мы уже, в Каменск-Шахтинск, там у нас была уже квартира, да? Без удобств, без ничего. Но нормально стали жить. Мы уже в Волжском. Там дали нам трехкомнатную квартиру. Вот, со всеми удобствами, все нормально. Там я уже без трудностей не приходилось, конечно. Детство Елены Петровны прошло на родине Коста в селе Лейнар. Там же она и училась вести хозяйство. Весть о том, что немцы напали на Советский Союз, донеслась и сюда, в горы. Когда началась война, девочке было около 10 лет. Во время войны она вязала с мамой носки и варежки солдатам. Варежки такие, под 2 пальца отдельно стрелять, на курок нажимать. И помогала я маме. Я рано научилась вязать, помогала маме вязать. А потом уже в 44-м я работала в колхозе. Маме помогала опять. Я ветеран труда педагогического. Для Виктора Михайловича война началась под Малгобеком. Ему даже не было 18. Он служил в разведроте при штабе 337-й стрелковой дивизии. В ноябре 42-го боец был ранен. 5 месяцев провел в госпитале. После выписки попал в Житомир, где велась ожесточенная борьба с бандеровцами. Там и встретил долгожданную весть о победе. Там был военный гарнизон, Багунский полк. Вот. Победа есть победа. Радость была такая. Стрельбу подняли, кто чем мог и как мог. С того дня, как Виктор Михайлович и Елена Петровна стали супругами, миновало 60 лет. Вместе вырастили и воспитали 2 детей, а теперь уже 5 внуков делают счастливыми бабушку с дедушкой. Сын пошел по стопам отца, посвятил себя службе родному отечеству. Очень трудно понять, как, допустим, 16-летние дети или 17-летние участвовали в войне, непосредственно в боевых действиях, а те, кому 12-11 лет, они работали у станков. Если посмотреть на наших детей того же возраста, да, то это просто невообразимо. Поэтому вот эти вопросы я задаю иногда себе сам, но не могу ответить на них. В выходные они почти всегда собираются вместе за одним столом, делятся радостью и переживаниями, советуются друг с другом. До тех пор, пока в мире незыблемы такие вечные ценности, как любовь, взаимопонимание и семья, будут биться в унисон их сердца, и огонь в домашнем очаге не погаснет. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.